буквально сегодня утром стало известно, что саммит глав ЕАЭС пройдет в онлайн-режиме. До последнего планировалось, что президенты 5 государств встретятся друг с другом в режиме реального времени и обсудят наиболее перспективные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также существующие проблемы. Однако неизменным остается визит президента Казахстана в Кыргызстан. Он по-прежнему прилетает в Бишкек. Также в Бишкеке совершенно в обычном, в реальном режиме пройдет Евразийский экономический форум. Ожидается, что посетит его около 1000 человек. Для участия в форуме в Бишкек приедут гости из 15 стран. Кроме государств-членов ЕАЭС будут делегации из Юго-Восточной Азии и представители из Венесуэлы. Цель форума – налаживание связи и улучшение инвестиционного климата. Для Кыргызстана страны-члены ЕАЭС являются основными торгово-экономическими партнерами. Порядка 168 миллионов долларов инвестиций пришли в нашу страну в прошлом году именно из ЕАЭС. Мы в целом евразийскую интеграцию и идею в целом евразийства видим как единый рынок для привлечения инвестиций, для создания продукции с возможностью экспорта в третьи страны. Сегодня глобальная экономика меняется. С каждым днем мы, заново изобретая себя на площадках Евразийского экономического союза, должны предпринимать те меры, которые будут работать во благо стран пятерки. Хочется отметить, что у нас созданы наиболее благоприятные условия для привлечения инвесторов, наиболее низкие ставки по налогообложению, низкие ставки в сфере труда. У нас ясная и простые правила игры, это в части законодательства, и прежде всего это возможности в рамках сторон, где мы являемся подписантами многих двусторонних и международных соглашений, для того, чтобы мы могли свободно торговать и произведенную совместную здесь продукцию через кооперацию, через совместные предприятия могли экспортировать в третьи страны. Так как на первый план в условиях санкционной войны выходит угроза продовольственной безопасности, на полях Евразийского экономического форума организовывается агропромышленная выставка. Совершенно новая площадка для ЕАЭС. Количество компаний, которые будут участвовать в ней, достигает 30, в том числе 15 компаний из Кыргызстана, 5 из Казахстана, 5 из Беларуси. Мы дали возможность для того, чтобы у них были условия, для того, чтобы каждый мог презентовать свою идею, каждый мог презентовать свой продукт, для того, чтобы найти в рамках B2B встреч партнеров среди финансовых институтов, также возможности привлечения средств для того, чтобы реализовать свой проект на территории Кыргызстана и в целом в странах Евразийского экономического союза. Более того, мы эту информацию совместно с Евразийской экономической комиссией продвигаем во всех странах-партнерах Евразийского экономического союза. Разработан ряд видеороликов и презентаций для того, чтобы было понимание, куда они могут инвестировать, в какие страны, где какие сегодня условия и почему в эти страны мы должны инвестировать. Прежде всего мы говорим, что да, это единый рынок, множество стран и множество возможностей для инвесторов для того, чтобы могли работать у нас в стране. Форум разделен на 6 направлений и 20 подсессий. Основное мероприятие будет проходить в отелях столицы. Президенты стран-членов ЕАЭС принимать участие в форуме будут онлайн, за исключением главы Казахстана. Целью форума является дальнейшее развитие экономического сотрудничества, формирование кооперационных связей между хозяйственными субъектами и улучшение инвестиционного климата стран. Данная площадка будет хорошая возможность наладить деловые связи между бизнес-кругами этих стран. На сегодняшний день мы готовы. Для нас это самое важное событие года. Для организации форума и его успешной работы задействовано свыше сотни волонтеров. За безопасность участников отвечает МВД. Милиционеры уже несут дежурство в усиленном режиме. Напряженные дни ожидают и сотрудников ГУБДД. В их ведении безопасность на дорогах. Обещают перекрывать трассы в день проведения первого Евразийского экономического форума ненадолго – 5-10 минут. По основным маршрутам движения делегация это начинает от аэропорта Манас до города Бишкек, потом по улице Фучика, Дживек Джолу, Молодая гвардия, Чуй и проспект Мира будут кратковременно закрыты движения. На всех перекрестках будут выставлены наши сотрудники, которые будут заниматься ручным регулированием дорожного движения. При этом необходимо подчиняться именно действиям регулировщика
Если в этот момент будут какие-то нарушения правил дорожного движения, ну это на перекрестках основной, это проезд на запрещающий сигнал, светофор или несоблюдение очередности проезда, они не будут фиксироваться, но если таковых будет, там не исключенные ошибка аппаратно-программного комплекса и человеческий фактор, ну может 1-2 будет. В этом случае водители могут обратиться в центр мониторинга, мы аннулируем эти штрафы. Но опять же, я повторяюсь, это только по тем перекресткам, где проводится ручное регулирование по маршруту следования. Не в остальных местах система «Безопасный город» будет работать в штатном режиме. Форум пройдет 26 мая, а сам саммит намечен на 27 мая. Но проводиться он будет в онлайн-формате. Катерина Такамбаева, Джантай Макенов, «Пирамида».